В Доме дружбы народа в Коми прошла презентация короткометражного фильма об участнике специальной военной операции старшем лейтенанте Максиме Елфимове. Он погиб 3 сентября 2022 года, выполняя воинский долг. Автор работы – моя коллега Ксения Мишарина. Максим – это мой земляк, мы оба родом из села Усть-Кулом, познакомились с ним еще в детстве, оба ходили в музыкальную школу. Помню его очень отзывчивым мальчиком, очень добрым. Осенью в прошлом году увидела случайно запись на странице Владимира Викторовича Уйба. Сначала не поняла сразу, потому что осознание, оно приходит потом. И как мы в новостях потом рассказываем, что после таких как раз записей, что в специальной военной операции погиб наш земляк еще один. Была боль, была невыносимая боль. Я как человек творческий, я как поэт, как журналист решила все это совместить и сделать что-то, чтобы хранило память об этом светлом человеке. В фильме рассказывается о том, каким Максим Елфимов был в жизни. Он родился в селе Усть-Кулом и с первых дней проявлял боевой характер. В школе учился хорошо, посещал все спортивные мероприятия и музыкальную школу. Договариваемся, все, ты мушкетер, например, или принц, там еще что-то. Идем получать фотографии, выкупать. А там Максим постоянно в военной форме, то с базукой, то, по-моему, морская форма. Ну вот как-то он так проявлял свои эти... Да, он хотел быть военным. В 2014 году Максим Елфимов поступил в Рязанское высшее военно-десантное командное училище. Закончил его и по распределению попал в Псковскую дивизию. Стал командиром первого взвода 6-й десантно-штурмовой роты 2-го десантно-штурмового батальона. А через 2 года получил звание гвардии старшего лейтенанта и был назначен заместителем командира. В Пскове служил до марта 2022 года. После отправился на специальную военную операцию. В составе десантно-штурмовой роты во время минометного обстрела получил осколочное ранение. Лечился в госпитале в Санкт-Петербурге, но от реабилитации отказался. Приехал на родину в Усть-Кулом. А в августе вновь отправился на фронт. 3 сентября, помогая боевым товарищам, погиб. Когда я познакомился с этой работой в интернете, я сразу принял решение пригласить Ксению для презентации этого фильма на нашей площадке Дома дружбы, потому как это действительно достойный пример, то есть судьба Максима, героя фильма, достойный пример для молодежи, для подрастающего поколения, каким должен быть истинный патриот, истинный человек, гражданин России. 11 октября 2022 года указом президента России Максим Елфимов посмертно награжден Орденом Мужества. На презентации фильма присутствовали друзья, знакомые героя, мама, супруга и маленький сын Максим Максимович. Он смотрел на кадры о папе героя на руках у мамы.